Там, где к северным склонам Капетдага подступают пески Каракумов, на перекрестке торговых караванных путей в 1881 году возникла небольшая военная крепость Асхабад. Когда смотришь на столицу Туркмении сверху, бросается в глаза обилие зелени и небольшая высота домов. Каракумский канал и искусственное водохранилище навсегда решили извечную для Ашхабада проблему воды. И тень, и прохлада в туркменских садах. Так мечтал когда-то о будущем родной страны поэт и просветитель Махтум Кули. Цветущим оазисом называют туркмены свою столицу сегодня. Малоэтажность ашхабадских домов связана с сейсмическими условиями местности. Специальные испытания помогают строителям найти оптимальные решения. Здания должны выстоять при самых сильных подземных толчках, даже таких, которые в 1948 году превратили Ашхабад в груду развалин. С помощью братских народов нашей страны столица Туркмении родилась заново. В новой застройке отразились и традиции национального зодчества, и характерные черты архитектуры последних десятилетий. Жаркое солнце Туркмении диктует архитекторам свои законы. От его палящих лучей приходится отгораживаться бетонными решетками, защищаться вертикальными и горизонтальными экранами. На западных и восточных окраинах города, вблизи транспортных магистралей, размещаются промышленные предприятия. Завод «Ашнефтемаш» – один из опорных пунктов индустрии республики. Он выпускает мощные вентиляторы для градирин. Советский Союз раньше закупал их за границей, а теперь экспортирует во многие страны. Завод «20 лет Туркменской ССР» поставляет всей стране бетономешалки, тестомесильные машины, бульдозеры. Стекольный завод использует местные кварцевые пески высокого качества. Стекло для Московского телевизионного центра изготовлялось здесь. Легкая промышленность Ашхабада работает на местном сырье. Еще в XIII веке великий путешественник Марко Поло, побывав в Туркмении, записал в дневнике: «Я посетил страну самых красивых в мире ковров». Но не только стариной славен Ашхабад, а прежде всего своей молодостью. На 10 тысяч человек в республике приходится более 100 студентов. А до революции в Туркмении не было ни одного даже среднего учебного заведения. Сегодня Национальная академия наук решает научные и хозяйственные проблемы республики. В центре Ашхабада, в Ленинском сквере, в 1927 году установлен памятник Владимиру Ильичу. Бронзовая фигура вождя, устремленная вперед, как бы указывает народам Востока путь к революционным преобразованиям.